Крымская Хатынь. В Симферополе почтили память сожженных деревень. Мероприятие, посвященное 75-й годовщине со дня трагической даты, прошло в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия. Очевидцы, участники партизанского движения, общественности рассказали о страшных событиях 1943 года. Именно тогда, 21 декабря, фашисты уничтожили более 100 деревень. По словам председателя общественной организации «Крымский центр инициатива» Камиля Аметова, главная цель таких мероприятий – признать эту дату траурной. Чтобы местное население и гости знали, что эта деревня сожжена, кого сожгли, кто ушли на фронт, кто не вернулся с фронта, и чтобы эти памятные мероприятия проходились по всему Крыму. Сейчас идет наработка в комитете по законодательству об объявлении единого дня сожженных деревень в Крыму. Это нам, как вам сказать, даст такую радостную новость, что все в один день мы будем отмечать такую памятную дату. Мустафа Мустафаев, уроженец села Коуш Бахчисарайского района, ныне Шелковичная. Когда случилась трагедия, ему было всего 4 года. Весь ужас того страшного дня у него перед глазами до сих пор. Дело в том, что я именно, понимаете, хоть был ребенком, мне полного 4 года в то время, но я помню по рассказам отца. Потому что вот Камиль Аметов, они после возвращения оттуда жили у нас дома. И его отец, и мой отец вспоминали. Оказывается, мы с отцом возвращались на телеге с Бахчисарая. И когда попали вот именно на это пожарище у села. Первой была сожжена деревня Улусала. Ее уроженцы ежегодно проводят траурные мероприятия. В памяти погибших в 1993 году был установлен памятник жертвам фашистского террора. Сегодня в планах жителей строительство мемориального комплекса и восстановление полного списка имен погибших. Над этим проектом работает поисковая группа «Инициатива».